рамках государственно-частного партнерства в столице Якутии, в районе Гемина и Елочки, так называемый район, открывается новая школа, номер 25, общеобразовательная. Мы показывали много раз, как велось это строительство. Особенно всем запомнилось, что было обрушение вот здесь, в этом здании, в этом районе. Ну а сейчас торжественно все было заменено, все полностью, школа укомплектована для учеников от 1 до 11 класса. Надеемся, что здесь будет уютно и комфортно якутским школьникам. Первая свая средней образовательной школы номер 25 заложена по улице Якова Потапова. В декабре 2015 года группа строительных компаний ВИС стала победителем открытого конкурса, проведенного Министерством экономики Республики Саха-Якутия на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Якутске. И вообще мы считаем, что нам надо совместно с правительством делать уже второй проект ГЧП, только по школам. То есть, чтобы построить, например, около 10 новых школ больших в городе, вот тогда эту проблему мы реально сможем очень серьезно решить. Планы у нас есть. Я думаю, что исходя из полученного нам опыта, я думаю, что мы будем плодотворно сотрудничать с регионом. Наша компания является холдингом. Помимо гражданского строительства мы занимаемся дорожным строительством, промышленным строительством. То есть это весь комплекс строительства, который существует. Если регион выйдет на нас с таким предложением, наверное, мы готовы будем поучаствовать. Все объекты, которые 12 строим, они будут современные, энергоэффективные. Ну и, как сказал уже Андрей Владимирович, мы, в принципе, не сомневаемся, что мы должны их сдать вовремя. На сегодняшний день мы выходим на работу в 2 смены. Тем самым тоже к концу мая мы конструктивные решения закончим. Объект наполнен, вот вы увидите здесь спортзал высокий, вот это его, где стоят колонны, это окончание под перекрытие. В центральном крыле там расположен гимнастический зал, и в левом крыле, в правом крыле от нас находится актовый зал. Государственное частное партнерство позволяет в регионе реализовывать за счет частных инвестиций достаточно быстро объекты социальные. Надеемся, что наш холдинг не будет останавливаться на достигнутом, и мы будем строить и развиваться в регионе совместно с вами вместе. Наверное, один из самых сложных регионов для строителей. Во-первых, отсутствует транспортной доступности, да, ну и действительно холод. Здесь, по большому счету, 6 месяцев в году можно плодотворно работать. А остальное время, наверное, это подготовка, планы и, грубо говоря, готовимся к строительному следующему сезону. Сегодня свои двери открывает новое здание средней общеобразовательной школы номер 25 города Якутска.
очень рад сегодня всех поздравить с замечательным событием, которое нам подарили наши строители. Сегодня официально мы сдаем здание, новое здание 25-й школы. Таких, знаете, воспоминаний совсем недавнего прошлого. Я помню, как раз в марте 2012 года, в начале марта или в феврале 2012 года я как раз пришел в деревянную школу, тогда еще 25-ю. Мы тогда с Светланой Юрьевной, директором, очень долго разговаривали, она мне рассказывала про состояние школы, как трудно здесь проводить учебный процесс, но это было всем видно. Все мы, кто помнит деревянную школу, знаем, в каких условиях, на самом деле, там дети учились. Потом, благодаря Семену Васильевичу, благодаря поддержке правительства республики, тогда мы в 2015 году смогли выкупить здание Сахагипрозема, провести реконструкцию и в декабре открыть новое здание, закрыть аварийное здание. Тоже это было для нас таким очень большим, красивым событием, красивое здание. Казалось, что можно пожелать еще для 25-й школы. Всего лишь 4 года прошло, даже меньше, чем 3,5 года прошло. Всего лишь 2 года прошло с тех пор, как мы здесь забили сваи. И мы, конечно, получили сегодня, но если не самое красивое, то одно из самых красивых зданий школ в городе Якутске, в которой будут учиться дети 25-й школы. Сегодня можно смело сказать, что у нас нет уже деревянных общеобразовательных школ в городе Якутске, у нас нет деревянных садов в городе Якутске, мы их всех, что есть, все снесли. У нас осталась еще одна проблема, это наши коррекционные школы, это 4-я, 34-я, это речевая школа. И сегодня я здесь хочу сказать, что мною дано поручение, и мы уже принципиальное решение приняли, с Атаной Владимировной переговорили, 4-я и 34-я школы будут переданы на республиканский уровень, и уже с этого года начнется продолжение проекта государственно-частного партнерства, и мы уверены, что в ближайшие, опять же, 2-2,5 года у нас 4-я, 34-я и речевая школа получат новые, современные, отвечающие всем требованиям, новые здания. Мы продолжим работу по строительству школ общеобразовательных в городе Якутске. В этом году начнется строительство школы в 203-м микрорайоне. Благодаря поддержке Юрия Петровича Трутнева буквально на днях вышло решение о выделении средств из федерального бюджета по линии Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. И у нас будет построена школа-сад в Кангаласах. Есть и другие проекты, которые, конечно же, я уверен, позволят нам сделать все, чтобы дети в нашем городе, в Якутске, учились в условиях таких, сейчас можно сказать, таких же, как 25-я школа. Я уверен, что нового современного здания, отвечающего всем современным требованиям, позволит детям в этой школе получать самое хорошее образование, качественное образование, и из этой школы будут выходить прекрасные дети, которые в будущем станут теми специалистами, которые будут двигать вперед и нас, и наш Якутск, и нашу Якутию, и нашу великую Россию. С праздником! Глава Республики Саха-Якутия Альсен Николаев. Это один из тех объектов, которые мы сдаем по программе государственно-частное партнерство, которая началась у нас в 2015 году, когда в декабре было подписано соглашение между компанией «Газэнергомонтаж», которая выиграла конкурс, и правительством Республики Саха-Якутия, а также администрацией города Якутска. Этот проект готовил я, будучи еще главой города Якутска. Он предусматривает строительство 12 социальных объектов, в числе которых детские сады, школы, детский центр искусств, городская детская библиотека, также Дом культуры Гагарина, сейчас уже говорят современное искусство имени Гагарина. Вот. И очень хорошо, что все объекты у нас идут по плану, все сдается вовремя. И сегодня как раз вот мы получили прекрасное здание для 25-й школы. Мы все прекрасно помним, в каком она состоянии была еще до недавнего времени. Это было одно из таких самых аварийных зданий города Якутска, деревянное здание. Я помню, как в марте 2012 года как раз я здесь был. Ну,
в конце 2015 года, благодаря поддержке Госсобрания и правительства республики, мы смогли приобрести новое здание для Санкт-Петербурга для школы. Школа готовилась, как бы переехала туда, учились там дети, а сейчас они получили на самом деле одну из лучших школ, здание школы в городе Якутске. Мы видим, что это послужит мощным толчком для развития, как и для детей, которые здесь учатся в этой школе, ну и также в целом для Сесарского округа. Я скажу, что такое партнерство, ну, наверное, у него есть будущее не только зависит от климатических условий, а, к сожалению, реалий, которые существуют сегодня в стране в целом. То есть бюджеты как Якутии, да, так и других регионов города, страны, они не могут потянуть такие объекты одновременно. А на сегодняшний день наша, как в частности Якутия, она очень сильно нуждается в социальных объектах. Тем самым государственно-частное партнерство, оно выглядит идеально как для публичной стороны, да, для региона, так и для частного инвестора. То, что законодательством закреплено, чтобы объекты были построены в срок. То есть это не будет затягивание строительства, да, и, соответственно, ввода в эксплуатацию. Если это происходит, да, законодательство очень жестко карает. Тем самым считаю, что это идеальная сейчас схема реализации таких проектов, именно социальных проектов. Я вам скажу, что технологии на сегодняшний день, строительные технологии развиваются достаточно быстро. Ну и плюс, будем говорить, что, повторюсь, что принцип государственно-частного партнерства заставляет нас строить в срок. В причине того, что это механизм он таков. И скажу, что как частному партнеру, так и публичному своевременная сдача объекта, она приносит только пользу.